Айдар. От перекваліфікували так з терористичного акту на масове вбивство, але коли ми говоримо так, ну можна говорити, це шкільний розстріл, так в лапках, хоча трохи зажорстоко це звучить, але це шкільна історія, так? Тому що я не пригадую, що в історії незалежної України подібна трагедія сталася десь у школі чи в коледжі. Все-таки це неповний, це заклад неповної середньої освіти, це наші громадяни, українські громадяни. В Росії стається ця історія, так? От десь в школі. За роки незалежності, майже 30 років незалежності цього не було, а от вже за російської влади це сталося. Ну, во-первых, вот это преступление – это четкий отпечаток русского мира на крымской земле. Никогда и близко ничего такого не было. Нельзя назвать менее склонные народы к терроризму, чем крымские татары и украинцы. Это просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Вся эта атмосфера террора и вот этого их антитеррора, который они изображают в табличках, в предупреждениях, в выставлениях крымских татар террористами без всяких оснований и пиаре вот этого террористических наклонностей крымских татар, это все оттуда. Они действуют по лекалам, которые у них всегда были там, и которые опробованы и не раз приводили к ужесточению режима внутри России и к отвлечению внимания россиян от истинных проблем страны и положения дел в ней. Я думаю, что ничего не закончилось, и вполне возможно, эта версия не последняя. Я думаю, что если мы немножко подождем и посмотрим, что они там дальше будут решать, что с этим делать, не исключено, что они найдут какие-нибудь связи этого человека с какими-нибудь украинскими, в кавычках, диверсантами, вплоть до того, что скажут, что его вовлекли в компьютерную игру какие-нибудь украинские диверсанти, или какие-нибудь кримські татари, или какая-нибудь ячейка терористична. Тобто ви не виключаєте, що ще може щось бути? Ні, абсолютно. Бо все-таки, бо первинна версія, ми чули її в сюжеті, нерозділене кохання. Так, однак Володимир Путін заявив, що мотиви і версії вибуху в окупованій Керчі, так як ви сказали, ретельно вивчаються. Про результати цієї роботи громадськість буде поінформована. Про це він сказав журналістам перед тим, як виступити з заявою за підсумками своїх переговорів з президентом Єгипту Абделем Фаттаха ас-Сісі. Про це передає інформагентство ТАСС. Сложившися ситуації, прокуратура, ну, взагалі, цю всю інформацію прокуратура бере на даному етапі, брала із засобів масової інформації. Ви думаєте, що російське ФСБ ще скаже своє слово в тому плане, что версии поменяются? Я просто это все забыли уже. Я только сейчас вот вспомнил об этом, когда была попытка взорвать дом в Рязани после дома в Волгодонске, извините, и 2 домов в Москве. Была неудачная попытка взрыва в Рязани, когда агентов ФСБ там просто поймали. И вот тогда у разных российских спецслужб были разные версии поначалу. И тогда МВД давала одну версию, ФСБ другую и так далее, и так далее. Я не исключаю, что здесь есть казус между спецслужбами российскими еще внутри, поэтому такой разнобой. Сейчас они подобьют ситуацию, как это им выгодно. И говорю, они выдвинут любую версию, которая им пойдет на пользу. Но самое главное, что в Крыму вот этим взрывом открыт ящик Пандоры. В каком смысле? Раньше Крым и теракт были 2 несовместимых понятия. То есть даже протолкнуть это в чьи-то головы у них не получалось. Все эти дела против крымских татар, они были шиты белыми нитками и так далее. Здесь же этим прецедентом, неважно, инспирировали они это убийство, его накрутив этого человека, или же он сам это все сделал, а они это допустили, пропустили мимо ушей или просто прозевали, потому что очень сложно представить, что в Крыму, где все отслеживается, где муха не пролетит, все прослушивается и так далее, вдруг пацан получает оружие, да еще и взрывчатку и так далее. Очень странно это выглядит. Но как бы там ни было, мы не знаем, как в реальности обстоят дела. Этот террористический акт, это никак иначе, как теракт, не оценивается, ну, по-настоящему, да, он 100% будет использован для такой легализации мысли о том, что в Крыму возможны теракты. А после этого они могут сделать все. Я вот у себя в Фейсбуке написал, что я давно предполагал, что когда-нибудь теракты в Крыму начнутся. И удивлен только тому, что они раньше не начались, потому что вся их идеология в отношении крымско-татарского народа, она шла к тому, чтобы оболгать наш народ, назвать террористами. Попутно они версии украинских диверсантов все время проталкивали, которые якобы проникали в Крым с целью там взрывать, убивать и так далее.
очень, если не спровоцированный, если не специально прозеванный, извините, то очень удобный для использования случай для российских спецслужб и оккупационных властей.